Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас всех. Со мной рядом сидит уважаемый человек, Зиаудин, фамилия Ациев. Он сейчас в первую очередь расскажет о себе, но я хотел бы сначала добавить, что он представляет чеченскую организацию, и мы сегодня находимся в городе Ницца во Франции. Мы здесь встретились для того, чтобы провести встречу и с чеченской организацией, а также с другими организациями, которые представляют народы Дагестана, а также другие народы Северного Кавказа. Кроме того, еще Украина, были из других стран тоже представители. Вот. И хотел бы еще заметить, что сегодня 6 августа, день, когда чеченские воины, полководцы провели успешную операцию по освобождению чеченской столицы. На этой встрече мы обсуждали и другие вопросы, которые касаются наших народов. И бисмиллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва алейкум салам ва рахматуллахи. Я приветствую Анзор. Хорошо, что мы встретились с вами. Я благодарен, что находитесь рядом с нами. Я являюсь в данное время председателем оргкомитета. Оргкомитет для чего мы создали? Для того, что общенациональный съезд, в этом съезде будет избрано коллективный орган. Этот орган будет вести в дальнейшем наши проблемы к возвращению Чеченской Республики в Ичкерию, встречаться со всеми дипломатами, учеными, диаспорами, чиновниками, со всеми будут встречаться, вести диалог, тесно работать с украинскими чиновниками, депутатами, всеми общенациональными комитетами будут проводить работу и будут встречаться с ними, работать тесно. Вот такова наша задача. Мы приехали, конечно, с Австрии, находимся, провели конгресс в этом Ницце, и в этом конгрессе находился Анзор, сын уважаемого нашего бывший президент Ичкерии Аслана Масхадова. Я очень приветствую вас, Анзор. Еще раз повторю, приятно с вами пообщаться, говорить о этой теме. Да, действительно, были проблемы у нас. Пережили мы 2 войны, конечно. Этот день, нам значимый день сегодня, 6 августа. И проводить такие встречи со всеми нам нужен и будем проводить. И мне хотелось подчеркнуть, что, конечно, идет война в Украине тоже. Нам, конечно, обидно, что вытворяют российские оккупанты, что надуманные спецоперации, там всякие спецоперации. Анзор, это идет война в Украине. Потому что также было проведено, когда вошли с 3 сторон 300 тысяч российских армий, в Чечню вошли, тоже были выдуманы антитеррористические операции. Да, мы в первой войне, мы их отбили, конечно, эту войну мы выиграли успешно. Были переговоры,
И они сами даже при вашего отца, когда он находился в переговорах Аслана Саду, даже с Ельциным, когда они встречались, и сами они говорили, что мы 400-летней войны останавливаем раз навсегда. Будем заключать договора, таможенные договора между государствами. И это в юридическом плане мы говорим, что действительно они признали сами Чеченской республики Ичкерию. Они сами признали. Да. И сегодня мы видим Азон. Нам надо, конечно, со всеми встречаться, работать со всеми гражданами украинскими, чиновниками, депутатами, оказать друг другу помощь в такой данной время видении нашей, что надо будет вместе нам работать бок под бок и отстаивать свободу, независимость, суверенитет Украины и Чеченской республики Ичкерия. Здесь с нами есть также люди, которые сегодня участвуют в войне России против оккупантов. То есть это чеченцы, чеченские батальоны, то есть представители этого батальона присутствуют здесь. Вот, и воюет там, в Украине, начиная с 2014 года. Шейха Мансура и Джахара Даева батальон. Вот, то есть у нас несколько там батальонов. Мы воюем на стороне Украины для того, чтобы освободить Украину, также потом уже освободить также нашу республику от этих оккупантов. То есть у нас одинаковые цели и идеи. И, конечно же, сложно, больно видеть, когда наша молодежь вот, против их воли этой молодежи отправляет в Украину, воевать против Украины. Мы, конечно же, со своей стороны проводим большую работу, чтобы помогать этим семьям, чтобы эти семьи могли отправлять своих сыновей куда угодно. Из нашей республики, с территории нашей Родины. А это очень сложно, покидать свою Родину. Но сегодня, когда я вижу на чужбине в разных странах чеченскую молодежь, которая буквально недавно приехала, чтобы избежать эту мобилизацию, то это радует, что они избежали вот этого позора, быть участником, воевать на стороне этой проклятой России. Да. Вот. И мы делаем все возможное в этом. Да, есть какие-то пропагандисты в России, понятно, но и в Украине тоже, которые раскручивают наше имя, говоря, что вот чеченцы напали на Украину, чеченцы там это, чеченцы другое. Но я бы, как и раньше в своем видео, хотел бы еще раз подчеркнуть. Нет ни одного чеченца-артиллериста, ни одного чеченца, который сидит за штурвалом, или ракетчика, или человек, который пускает искандеры. Они занимают такую позицию, вот те, которые были отправлены в Украину, они занимают такую позицию, что их раскручивают в СМИ, потому что имя чеченцы по всему миру раздуты, и вот они вот это используют. Против Украины воюет российская армия. Воюет российский президент, который отдал приказ на вторжение в Украину еще в 2014 году. Война не началась в 2022 году. Что я хотел, почему я вот разворачивал, вытаскивал вот эту вещь?
Это подарок, который прислал мне командир одного украинского батальона, украинец. Честь, вот, уважение, честь, вот, что он уважает нашу борьбу и он поддерживает нашу борьбу. Поэтому я просто хочу сказать украинцам, которые еще не до конца поняли, что происходит, чеченцы, настоящие чеченцы, никогда не поддержат войну, где есть агрессия. Мы свободолюбивый народ. Мы прошли то, что вы сейчас проходите. Поэтому мы встали рядом с вами и будем рядом с вами до конца. Отстаивают свои интересы. И Украина, и все, и свои вещи. Да, мы враги этого Путина, враги этой системы. Нет, я не буду говорить там за народ, там российский народ. Российский народ сегодня жертва своего режима. А других, вот этих, я не знаю, какое слово даже подобрать, предателей чеченского народа, мы разберемся в этом прекрасном деле. И что касается вот, этой организации, которую он представляет, и этого съезда конференции, мы такие конференции проводим, мы встречаемся с представителями Украины, других стран, мы ищем контакты, мы продолжаем контактировать, встречаться ради вот, достижения вот этой цели. Мне хотелось бы еще подчеркнуть Совет Европы, сами же говорят, что Россия она является спонсором терроризма. Понимаете? Поэтому мы знаем, что где Россия, Путин, где они входят с Украину, Чечню, они повсю проливают кровь, без крови они не могут. Вся эта, я перебью, извиняюсь, вся история России – это кровь, это трагедия, это они куда-то вторгались, Литва, Азербайджан, Армения, там, Ичкерия, везде они проливают кровь, Польша, Украина, везде. Поссорились со всеми соседями, и ни один сосед не хочет сегодня дружить с ним. И я благодарен Всевышнему, что все перевернулось так. Когда-то Россия называла нас террористами, и в мире это поддерживали. А сегодня мир открывает глаза, потому что это Россия сегодня терроризирует весь мир. Какой-то безмозглый политик сидит и угрожает там, не знаю, Германии, Франции, там, другим странам, говорит, что будет воевать, уничтожать, мы заберем Берлин, заберем Париж. Это что за политика? Это что? Это какие-то бандиты, это вот именно где террористы. Да, Ангел правильно говорит, конечно, с Украиной тоже были оттуда оказали нам тоже помощь, мы принимали около 200 человек. Я думаю, что вы помните то время, когда они прибыли в Грозный, встречали президентский дворец. И помню, у них был один боец остался, белый. И мы знаем, его тоже убили. Надо было, конечно, постерегать его, как раз получилось. Понимаете? Это работа спецслужб российских, конечно, да, вы хорошо помните. Я тоже перебью. С количеством я там не согласен. Но участвовали на нашей стороне, приехали, воевали, вот эти уличные бои, которые происходили в Грозном, они тоже вели, громили российских оккупантов. Да, вот такие события у нас происходили, поэтому мы должны
вместе с украинцами, кстати, Бог еще раз оставил свободу суверенитет Украины, Да. суверенитет Чеченской Республики Ичкерии. Нам, конечно, придется тяжело, конечно, и какая бы ни была тяжесть, нам надо будет вместе перенести это все. И еще мне хотелось бы подчеркнуть, да, сегодня Европа потихоньку просыпается. Я думаю, что и дальше он полностью проснется. Наконец-то поймут, если в то время нам оказали бы хотя бы 10% помощи, мы в то время завоевали Москву и Ленинград. И сам даже русский народ вздохнул бы, получив свободу. Свободу. Получили под свободу, действительно, да. Да, И происходили, конечно. все это так, все это то, что надо делать. И сейчас вот завершая вот это видео, я хотел бы тоже добавить, что мы не работаем во всех направлениях. Где-то что-то не публикуем, но работа ведется, она никогда не останавливалась. Мы работаем со своим населением, со своей общиной, потому что сегодня более 300 тысяч, где-то 400 тысяч в любом случае минимально находится на чужбине, покинули нашу родину. От сладкой жизни не бегут, бегут от войны или от диктатуры, которая сегодня есть у нас на родине. Поэтому люди, такое количество людей у нас в Европе, только в Европе, если в других странах. И мы общаемся, мы встречаемся, мы ищем пути выхода из сегодняшней ситуации, потому что у нас тоже, можно сказать, плачевная, больная вот такая ситуация, где нам надо объединяться, консолидировать свое общество. И мы сегодня проводим огромную работу в этом направлении. И поэтому мы проводим вот такие встречи. И, конечно, он сейчас не говорит все, там, проекты, идеи, как все это будет идти. Потому что на самом деле мы находимся в военном положении. Да. Где-то что-то надо не договаривать. Вот. И в будущем мы будем вместе совместно работать, вам показывать нашу работу, чего мы достигли, освещать все эти события, работу. Вот, и я со своей стороны хочу с вами попрощаться ненадолго. Мы скоро вернемся. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Анзор, большое спасибо вам за то, что вы сидите с нами. Иншаллах, все будет хорошо, победа будет за нами. Иншаллах. Никогда не сомневаюсь. Иншаллах. Ассаламу алейкум.